Мир несовершенен. Ежедневно каждый сталкивается со своими проблемами. Проблема — неотъемлемая часть нашего существования, с которой изо дня в день сталкивается каждый из нас. Но различно наше отношение к ним. В зависимости от того, как мы их воспринимаем, проблемы либо подавляют, либо делают нас сильнее. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Что бы ни постигло мусульманина, будь то утомление, болезнь, печаль, обида, скорбь и даже колючка, о которой он укололся, Аллах непременно сделает это искуплением для чего-то из его грехов». Поэтому верующему необходимо научиться терпению, проявлять стойкость в постигших его трудностях. Помните, что наши жизни — это испытание для нас. Целью жизни в этом мире является не беззаботное существование, полное счастья и радости, а наше поклонение, которое является ежедневным трудом, касающимся всех сторон жизни человека, в том числе преодоление жизненных невзгод. Терпение в исламе. Что об этом говорится в благородном Коране? Уважаемые братья и сестры, одно из имен Всевышнего – Ас-Сабур, предельно терпеливый, не торопящийся с наказанием грешников и отступников. Терпение Всевышний дает своим любимым рабам. Если у человека есть такое благородное качество, значит Аллах облагодетельствовал его своей милостью. Терпеливых людей Всевышний много раз упоминает в своем благородном Коране, также говоря об уготованной им награде. Так в суре Али-Имран Всевышний говорит: «О те, которые уверовали, будьте терпеливы, запасайтесь терпением». Аллах призывает нас проявлять терпение при постигших трудностях, печалях. Помните, что все это от Всевышнего. Аллах говорит: «Поистине, награда терпеливым воздастся в полной мере». Если в мирской жизни верующий будет доволен предопределением Всевышнего, в том числе и в постигших его больших трудностях, утрата близких людей, потеря конечностей, болезни и другое, то ему награда от Аллаха будет дана сполна. Большая милость еще в том, что Всевышний не определил этой награде границы, а отметил, что она будет дана терпеливым сполна. Пусть Всевышний сделает нас из их числа. Аллах говорит: «Мы обязательно испытаем вас опасностью, голодом, гибелью имущества, людей и ваших плодов. Обрадуй же терпеливых». Всевышний дает нам понять, что Он непременно испытает нас в этой жизни. И на вопрос, почему Аллах испытывает своих рабов, есть ответ. Таким образом, Он выявляет искренних своих рабов, которые истинно уверовали в Него. Всевышний испытывал посланников, пророков, авлия, люди, которые переносили тяготы с терпением и со словами: «Поистине, мы принадлежим Аллаху, и воистину к Нему предстоит возвращение», а таких Всевышний говорит: «Обрадуй их». Поэтому, уважаемые братья и сестры, в этой жизни мы все будем испытаны. И всем нам нужно помнить, что все это от Аллаха. Помнить, что нам предстоит возвращение к своему Господу, воздавать Ему хвалу. Пусть Всевышний сделает нас из числа своих любимых и терпеливых рабов. Как пророки и праведные предшественники проявляли терпение? В этой жизни Всевышний испытывает своих рабов не от нелюбви к ним и не для того, чтобы отдалить их от себя. Из всех своих творений Всевышний больше всего любит своего посланника, пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Он выделил его из всех своих посланников. И какой большой любовью любимец Всевышнего отвечал своему Господу. И даже ему Аллах даровал испытания. Во всех постигших его тяготах посланник Всевышнего, да благословит его Аллах и приветствует, проявлял огромное терпение. И это стало примером для всех его сподвижников и для всей уммы. И если Всевышний испытал своего самого любимого раба, то Он испытает и нас непременно, чтобы мы научились терпению и чтобы приблизить нас к себе. Аллах говорит, что Он вместе с терпеливыми. Любимец Всевышнего, да благословит его Аллах и приветствует, потерял своего отца еще до своего рождения. А когда ему исполнилось 6 лет, то и его мама покинула этот мир. Он также потерял и 6 своих детей. У него не было брата или сестры. Он лишился своих дядей, когда они были ему нужны больше всего. А один из них вышел против него. Его изгнали со своей родины. Он испытывал голод, лишение. Бывало, что во время войны из его дома не доносился аромат еды целый месяц. И проходя через все эти трудности и испытания, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, проявил большое терпение. И поэтому он любимец Всевышнего. И все остальные посланники и пророки,
Муса, Иса, Идрис и другие, да будет доволен ими всеми Аллах, были испытаны в этом мире своими народами, изгнанием с родины. Есть пример, когда из-за слов «Уверуйте во Всевышнего» был убит пророк через распиливание. От рук сыновей Израиля тогда погибло много пророков. Из-за своей миссии донести истинную религию ислам, пророки проходили через большие испытания. И несмотря на все тяготы, они прошли через этот путь с терпением. Поэтому они приближенные к Аллаху рабы. Пророк Ибрагим, да будет доволен им Аллах, был испытан своим сыном Исмаилом. Когда по велению Господа пророк Ибрагим приступил к жертвоприношению своего сына ради Аллаха, Всевышний знал о его решимости и проявил свою милость. Из-за своей стойкости на пути Всевышнего он известен всем нам как любимец Всевышнего. До этой степени он был возвышен из-за своего нрава. Пророк Якуб испытывал большую любовь к своему сыну, пророку Юсуфу, да будет доволен ими обоими Аллах. И все же они были испытаны разлукой. От постигшего горя и большой любви к Юсуфу пророк Якуб даже потерял зрение. Через такие большие испытания проходили все пророки и посланники Всевышнего. Также нам известно, что и авлия были испытаны Господом, выселением со своей родины, кознями, тюрьмами. В ответ на их доброту проявляли зависть. Отрицали дарованные им Всевышним чудеса, их убивали, отрубали конечности, морили голодом. И через все это они проходили со словами «Хвала Всевышнему, мы рады всем испытаниям от нашего Господа». Сподвижники пророка, да благословит его Аллах и приветствует, из-за того, что они уверовали в то, с чем пришел к ним пророк, подвергались биениям со стороны многобожников. Их оставляли под палящим солнцем, пытали горячим металлом. Они вынуждены были покинуть свою родину. И несмотря на все это, они проявляли стойкость на пути сохранения и распространения ислама. И из-за их терпения сегодня дошла до нас наша религия. Человек, которого постигла тягость, что ему нужно вспомнить в первую очередь, чтобы обрести спокойствие? На протяжении всей жизни нас постигают трудности. Мы не можем с этим ничего поделать. Однако для нас примером во всем является посланник Всевышнего, да благословит его Аллах и приветствует. В утренних и вечерних молитвах он очень много просил у Господа терпения и стойкости для себя. Также и нам, любимец Всевышнего, завещал просить у Аллаха то же самое – терпение от Всевышнего. И если ты проявляешь любовь к Аллаху, усердствуешь в дуа, занят поклонением Ему, то Всевышний дарует тебе это качество. Но если у человека нет привязанности к своему Господу, то он бывает лишен терпения. И когда такого постигают трудности, то он не может извлечь из этого для себя пользу. Однажды посланник Всевышнего, да благословит его Аллах и приветствует, увидел женщину, которая плакала над своим умершим ребенком, и сказал ей: «Бойся Аллаха и храни терпение». А после добавил: «Поистине, терпение больше всего необходимо проявлять при первом потрясении». У праведных предшественников реакция на беды и радости в этой жизни была одинаковой. Они знали, что и то, и другое от Всевышнего, и благодарили Господа за все. Поэтому, если человек проявит терпение в первые минуты потрясений, то ему будет большая награда от Аллаха. Передано со слов Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, что он слышал, как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, Аллах сказал: если подвергну я испытанию раба моего, лишив его двух его любимых, а он станет проявлять терпение, то возмещением ему от меня послужит рай». Под двумя любимыми имеются в виду глаза. Когда родитель теряет ребенка и при этом проявляет терпение, то Всевышний приказывает своим ангелам: «Постройте для раба моего дом в раю и назовите его домом восхваления». Байтуль Хамд. Пусть Аллах сделает нас из числа терпеливых рабов. Какая награда обещана Всевышним для терпеливых верующих? Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Что бы ни постигло мусульманина, будь то утомление, болезнь, печаль, обида, скорбь и даже колючка, о которую он укололся,
Аллах непременно сделает это искуплением для чего-то из его грехов. Чем больше испытаний в этом мире, тем больше награда в жизни вечной. Мы слышим, что во всех уголках Земли люди подвергаются испытанию. Болезни, лишения, голод. Все это от Всевышнего, чтобы выявить истинно уверовавших рабов. Наша задача — проявлять терпение и просить у Всевышнего для себя стойкости. Есть большая разница между испытаниями верующих и неверующих. Неверующие не справляются с тяготами этой жизни, совершают самоубийство, лишаются рассудка, выпивают опьяняющие напитки. А тем, кто уверовал во Всевышнего и проявил терпение, Господь облегчает его дело и дарует взамен тяготам большую награду. Пусть Аллах дарует нам терпение и проявит свою милость.